Главную новогоднюю елку страны установили на Соборной площади Кремля. Символ Нового года доставляют в Кремль исключительно из подмосковных питомников растений, начиная с 2007 года. Нынешнее дерево сотрудники приметили еще 10 лет назад. Тему продолжат наши коллеги. Главная елка страны украшена разноцветными шарами, гирляндами, бусами и новогодними игрушками. Для украшения елки использовали 2 километра гирлянды и более 2500 игрушек, 400 из которых были изготовлены специально для этой елки. Помимо этого, елку украшают 150 светодиодных элементов, включая сосульки с эффектом бегущего света и мерцающие подвески. Елка уникальна. Она... И уже на прошлой пресс-конференции мы говорили о том, что ее долго выбирали. Это была большая работа. И очень важно то, что мы сохранили традицию, то, что на Соборной площади находится живая русская елка. Павел Зубов также сообщил, что после новогодних праздников из ели изготовят сувениры и спортивный инвентарь, а из шишек и семян вырастят молодые деревья. Это ежегодная работа. И хотел бы отметить то, что экологически потом эта елка будет использована для сувениров, для спортивного инвентаря. Все будет сделано. Вот вы видели детей. Из шишек, из семян этой елки будут выращены саженцы, и по всей стране будут высажены кремлевские и рощи. По словам представителя управления делами президента России Анны Комлевой, игрушки для елки сделаны из специальных легких материалов. На елке расположено 2 километра гирлянд, 2500 игрушек, 400 из них являются уникальными, 150 светодиодных украшений, в том числе сосульки с эффектом бегущего света. В этом году, кстати, было сделано больше маленьких игрушек, шаров и снежинок, чтобы даже самые тонкие веточки мы могли украсить. В пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщили, что главную елку страны выбрали из 25 претенденток и доставили из Можайского района Московской области. Ее возраст 90 лет, и она подошла по всем параметрам. Высота 30 метров, диаметр ствола 60 сантиметров, а размах нижних ветвей 8 метров.